картошка сварилась. Стыня. Это творчество. Творчество вы сами разумеете, что без души же не может быть. Не треба, і все, і робиш. І імкнешся це робити, і все, і нечто і придумуєш, нечто і робиш. І їхати куди-то хочеться. Что? Ну тут у меня вот хранится это самое советское фото переплетенное. Я его выписывать, это зараз погляжу. 59-й год. Ну, где, так сказать, з його особо нічого не возьмеш, але там є, буває, що і добрих мастаков напечатані здимки. Я навіть не пам'ятаю, якого года. Тут може і немає года. Тут, мусить, по номеру не познаешь, что это еще. Семейные фотографии. Это самое. Это мы, я и жонка с внуками. У нас 3 внука. И вот мы с ними, так сказать, ради внуков зробили такий уголок. Дети тут крутятся, так вот, как им не было завидно один перед одним, так вот все 3. И все. Я почав займатися фотографією недзе з 7 класу. Потім я вчився у сільськогосподарській академії у Горках. Батько мені прислав перший апарат, це мой був Зорький. Там знімав теж так, Сибров. Спробував портрети знімати Сибров. Тут и баня, и фотолаборатория, и можно ночевать, и можно это самое у любой час, и зимой, и летом. Летом лепше, вода есть, это самое проточная, а зимой треба менять, и больше треба воды. Я знімаю чоловіка репортажно завсюди. Стараюся, щоб він не бачив, що я його знімаю. Людей залізть, туди-сюди, щоб це зняти. Ой, и пользуюсь вот такой вот еще и камерой, чтоб она не особо светилась. Там что это самое, я вот пошел, шаг, готово. Бачу настроение человека и эти моменты и ловлю. Но я лечу, что портрет повинен быть черно-белый. Я роблю их только черно-белые. Колер завсёды отвлекая. Это самое. А черно-белый портрет это больше передает человечьи рысы.
Польщу я почав здимати, коли ми, починая с 80-го года где-то, фотоклубом выезжали где-то на полмесяца, на неделю, на 2 недели, вот на Полесье или еще куда с палатками, становились, ходили по вёскам, поздымали эту округу, переходили на другую. Это самое, переносили лагерь в другую местину уже, ставили там ходили. Вот так. У меня, вот коли черно-белые пейзажи были, так их не бралось советское фото друковать. И они говорили, что они все такие унылые, все, с небом таким жестким. И не брались. Приезжали к нам с журнала, поглядел, говорит, добре, але ж мы не можем их надруковать. Был такий випадок. Апошнім часом, коли я вже почав пользоваться компьютером, я тут роблю тільки заготовки. Ну, так роблю, как мне было зручней переводить их на цифру, а затем уже опрацовываю на компьютер. Приходится мне працевать там, сторожить. Да і купити же треба мені і бумагу, і картриджі, і все, що потрібно. Ну, що ж я зроблю. Коли даже там некие погрешности были с материалами фото и так далее, его можно справить, подправить. Люблю снимать вот знакомитых людей, мастаков, там письменников, поэтов, там политиков, снимаю много. Ну, у меня уже и набралось и портретов шмат, але ну, пока не планую выставку делать. Ну, вже, може, трохи і притомився, теж треба і розмістити, і подумати, як це зробити. Я і так зробив 9 вистав своїх. Уже 4 в Мінську і 5 в городах Білорусі. Неважно, чим ти, яку техніку використовуєш, але коли у тебя есть настоящая работа, то свой напрамок, свое чутье, свой почерк, можно это выполнить легче и нормально. А фотографирование происходит так, как и ранее. Фотоаппаратом, на пленку, а потом уже дальнейшая обработка. Ну, у меня своя технология. Вы же бачите, что я ранее роблю на повеличальнику, а потом уже перепрацовываю. Это и мусить я на другую не перейду. Были мы у Несвежи, у нас пленэр там таки был. И вот заехали на горку, где бачен, много Несвежа бачено. Але там такие столбы стоят, телеграфные, ну, мешают, заслоняют. Ну, хлопцы даже не решились сдыматься. Я снял, убрал эти столбы.
додав небо другое. Этому знімку. І все отрималося. Ну мы ж не это самое, не копируем, а мы стараемся не вложить и свою душу в этот снимок. Коли треба, так можна і так. Ну, я гляжу, як зараз відносяться к фотографії. Нікому вона не потрібна. Тільки нам. Хочу больше поездить еще, пока есть можливість, пока еще есть трохи здоровья, хоть уже не так и шмат. Ну, поездить, поздымать.